Всем привет, дорогие друзья! Александр, Денис. За нами прекрасная баня, которую мы построили несколько лет назад. Даже наш партнер приходил и делал уже электрику. А сейчас пришло время к внутренней черновой отделке. Да. Тонкости уличные. И здесь мы сделали софиты, да, ну и декоративку. Чуть-чуть об этом и пройдем внутрь, покажем, как мы утепляем, да, делаем полы, делаем даже в банном отделении отлив, водоотвод точнее, да, это тоже очень важно, как это делается в бане. Пойдемте. Денис, может, давай с тонкостей. У нас дом из профилированного бруса. Вот он, наш красавец. Ага. Пишет. Вот у нас такой был профилированный брус, следовательно, вся влага могла сюда попадать. Здесь все гнить, преть, видите, еще. Если мы бы оставили компенсационные пазы еще, да. Да, если мы его оставили открытым под террасой, просто вот террасу мы настелили бы, да, и оставили просто открытым, водичка попала бы и разрушила наш стеновой брус. Поэтому мы закрыли все вот такими декоративными планочками по низу, чтобы сюда влага не попадала. Так, поверху у нас идет обшивка карнизной части с софитами. Ну и плюс планки все вот эти торцевые, декоративные. Шикарно. Теперь крыша имеет такой законченный красивый вид. Да. Клево, клево. Еще замечу, что все в шоколадном цвете, что вот декоративка, что вот карнизно-софитная часть, да, и что окна и двери. Да. То есть есть такой стиль. Круто, круто. Пойдем внутрь. Пойдемте. И тут уже и приятно, и тепло, и светло. Давай расскажем нашу работу. Да. Утеплен пол 20 сантиметров. Да, 20 сантиметров. Утепление. Утеплителя. Фанера. Фанерные лаги, фанера. Все выставлено в уровень. Я бы хотел, помимо того, что мы делаем, все-таки показывать и красоту. Давайте с того вида. Ну как? Очень красиво. Мне нравятся очень большие вот эти витражные окна. Да, большие, панорамные. Класс. Красота. Еще и сам потолок. Смотрите, какой громадный. Он по кровле, да, так идет. Очень красиво. Ломаная кровля. Видно, что. Да. Ну, дальше будет еще красивее это все дело. Когда мы уже зашьем досочками тут, потом, возможно, мы придем делать имитацию. Дом это баня. Баня с комнатой отдыха из профилированного бруса. Красивый. Декоративный материал. Посмотрите эстетику ее. Ух. Вот наш партнер далее приходил, тоже делал декоративные розетки уже везде. Видите, никаких подводок, проводов нету. Очень все декоративно, аккуратненько все сделал. Все где-то в откосах, по бокам. И мы видим розеточные группы так спрятаны. То есть подводок нету, розеток. Ничего, провода не портят стены. Видите, какая красота? Клево. Да? Клево. Можно покрасить, покрыть. Что будет? И теперь мы еще делаем утепление потолка. Тоже обратите, пожалуйста, внимание, уже утеплили. Здесь 20 сантиметров утепления. Сейчас пока просто еще накидана, настелена пароизоляционная пленка, пока еще не проклеены все швы. В дальнейшем, конечно, потолок еще будет покрываться имитацией бруса. Это 100%. Электрика есть. Вот декоративку эту мастер простой вряд ли нормально сможет сделать. Здесь, если здесь еще один скат еще здесь справится, да, здесь то здесь угловые соединения, здесь много философии. Обычный простой мастер без опыта он здесь не сделает. У него углы не сойдутся. Да. Это 100%. Здесь, если присмотреться, видно, вот брусок, он сходится прямо в углу. Он запилен под угол, не просто там абы как. Ну, не видно запленки. Видите, раз плоскость, два плоскость, еще вот сам потолок, это надо все состыковать. Еще вот эту часть состыковать красиво. Тут, тут нужен человек с руками, с головой в первую очередь. Это мы! Такие мастера у нас есть. Да, это мы. Клево. Преображается. Пойдем дальше. Да, пойдем. У нас здесь идет вход помывочная. Здесь мы делаем уже потихонечку каркас под санузелом. Вторая дверь. Да. Здесь будет туалет. Здесь мы выводим провода вот так вот из пола прямо в стенку. То есть они будут скрытый монтаж. Ну, это скрытая проводка. Это, скорее всего, розетка и выключательная. Перегородка каркасная в брусовом доме. Сделана с прорезями
и с отступом от потолка, для того, чтобы был зазор на осаду. Осадочный зазор. Не прикрученный ничто у нас в наглую, скажем так, в прямую, да, это все просверлено. Все глухари, все болты у нас просверливаются для того, чтобы они могли ходить при каком-либо движении здания. Ну и это довольно-таки крепко. Все это надежно, мощно будет обшито. Про планировку. Здесь, вот я сейчас стою в, получается, санузле, это будет санузел. Вот он отгораживается, здесь дверь. Здесь дальше, в этом месте, скорее всего, будет у нас душ-поддон, да? Будет Да, душевая кабина будет. кабина. С выводом воды уже, ну, у нас туда. Да, с выводом сточных вод. И вот про это место Да, надо давайте рассказать. Это про двойной пол надо рассказать, Денис. Это мало кто Да. понимает. Видно, что, посмотрите на доски. Да, сбоку, если У нас посмотреть, одна допустим, доска какая широкая, а вот здесь узкая. А знаете почему? Потому что здесь скат. Вот этот пол, он идеально в уровень. Верхняя часть идеально в уровень, чтобы мы ходили по ровному полу. Но вся вода, которая будет плескаться сюда, да, она будет скатываться и уходить в тот желоб. Да. И отводиться от дома. У нас здесь получается уклон. Уклон этой плоскости, уклон этой плоскости к желобу. То есть это тоже под Да, уклоном да, стоит. да, да. Поэтому и брусок у нас получается, если на него посмотреть сбоку, он запилен здесь плоскость, и вот здесь вот он выведен тоже. Здесь самая нижняя точка над водостоком. Водосток тоже? Водосток наклоном? тоже под уклоном от краев вот к этой точке. Тут можно посмотреть, слив уже есть, мы его просто подзаткнули пока. Угу. Мы сделали уклон, И нахлесты. нахлесты, тут Чтоб все на проклеено. стены, да, не Все срывалось. проклеено, нахлест на стены поднят. Здесь будет еще в дальнейшем все обшиваться. Ага. Наверное, я так понимаю, вагонкой. Фольгоизолом? Да, перед вагонкой это все сначала, да, фольгированной изоляцией, все это должно обшиться. Мгм. Внахлёст на наш. Ну, то есть это все перекроется, водичка уже никуда не подтечет. Все будет прям супер-супер. Что Ещё все должно быть деревянные ещё. элементы никогда не соприкасаются с другими элементами. Ну да. Надо такие тонкости говорить? Нет вообще. Это, конечно, тонкости монтажа, да, но у нас, да, это нас не касаются никогда элементы деревянные одни с другими. То есть мы всегда их отводим на какое-то расстояние. Да, чтобы было естественное проветривание и не было никакого плесневения, гниения. Очень там, да. много этому на самом деле объяснений, потому что и скрипы. То есть если Да. мы три деревяшки вместе соединяем на полах, у нас постоянно это будет 100% скрип. Это о чем, например, идет речь? Вот, жесткая Да. стыковка к стене. А вот так вот даже жесткую стыковку сделаешь, она потом гидроизоляцию прорвет. Вот так А, вот тоже, будет ходить, тоже, потихонечку да, согласен. проткнет ее со временем. Согласен. Вот. Дорогие друзья, как видите, работа идет полным ходом. Нам буквально осталось 2 дня, и мы покажем вам заключение данного этапа строительных работ уже в следующем выпуске. Встречаемся в следующем выпуске. Александр, Денис. Денис. Все, пока-пока. Пока.